Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в выпуске. Вандалы найдены. Задержаны двое подозреваемых в повреждении липы на исторической поляне Лыхнашта. Сбой в программе, в связи с чем затруднено оформление таможенных операций на границе с Россией. Преподаватели против студентов в Абхазском государственном университете прошел необычный футбольный матч. Задержаны двое подозреваемых в повреждении липы на исторической поляне Лыхнашта. Об этом доложил президенту председатель СГБ Роберт Киут. Подозреваемые – граждане республики. Их имена в интересах следствия не разглашаются. Рассматриваются несколько версий, в том числе причастность к инциденту зарубежных спецслужб, а также намерения определенных лиц по дестабилизации ситуации в республике. Кто стоит за ними? Службой государственной безопасности был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к осквернению религиозного культового места, в ходе чего были установлены двое граждан Республики Абхазия, которые в настоящее время задержаны. В отношении них проводятся следственные мероприятия. В ходе обыскных и других мероприятий обнаружены возможные предметы совершения преступления, а также имеются другие сведения, подтверждающие их причастность к данному преступлению. Но в настоящее время имена мы их назвать не можем, но, скорее всего, в ближайшее время вы о них услышите. Возраст порядка от 40 и выше лет. Их мотив пока не установлен, но служба государственной безопасности прорабатывается ряд версий, которые, возможно, как говорится, могут иметь место быть. Это возможно причастность иностранных спецслужб, с учетом резонанса того, что сегодня это дело произвело, как говорится, на территории Республики Абхазия, а также, возможно, лиц, вынашивающих намерения о дестабилизации внутренней обстановки Республики Абхазия. С 6 утра 10 апреля в работе единой информационной системы таможенных органов России фиксируются сбои. Из-за ошибок в работе программы затруднено оформление таможенных операций. На данный момент работоспособность таможенных информсистем частично восстановлена. Однако инспекторы проводят таможенные операции на бумаге. Поэтому на пункте пропуска образовалась очередь. Автомобили с иностранными номерами не могут пересекать границу с Россией до полного восстановления информационной системы. Независимо от госномеров не могут переезжать границу и машины с грузом, который необходимо задекларировать. Сбои в работе информационных продуктов локально не только, значит, по абхазо-российской границе, а на всех границах Российской Федерации. Специалисты Федеральной таможенной службы России и других ведомств активно занимаются устранением неполадок и восстановлением работоспособности на границе. На данный момент физические лица, которые имеют российское гражданство и ездят на оформленных машинах с российскими номерами, они беспрепятственно, значит, пересекают границу. Гражданские лица, которые по пешеходному переходу переходили границу, они без проблем пересекают границу. Касаемо туристов, которые приезжают на границу на экскурсии, значит, они пересекают границу в пешем порядке, пересаживаются здесь на наши автобусы и посещают туристические объекты. Со своей стороны Государственный таможенный комитет помогает Федеральной таможенной службе, чтобы не было заторов. Мы предупреждаем заранее, значит, наших участников внешнеэкономической деятельности. Есть понимание. Значит, в скором времени, я думаю, это все будет устранено, и они активно могут заняться перевозками, экспортировать свои продукты на территорию Российской Федерации.
Вопросы проектирования воздушного пункта пропуска Сухумского аэропорта обсудили в Министерстве экономики. На первом этапе планируется организовать работу по подготовке технических требований для размещения соответствующих служб в аэровокзальном комплексе. В совещании приняли участие представители погранотряда СГБ, Государственного таможенного комитета, Комитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию, Комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственной инспекции по карантину растений и ветеринарной службы. Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуме, произошедшем в 2019 году, продолжилось в здании СГБ Абхазии. На заседании отсутствовали адвокаты подсудимых Эрика Чкадуа, Идато Ахалай, Тимур Топагуа, Игорь Скнарин и Сергей Чакарян. Однако судебная коллегия решила продолжить слушание. Из зала суда репортаж Сарии Кварцхелия. В начале заседания адвокат Марина Таня, защищающая интересы подсудимых Чкаду, Абганба и Блабба, выступила с ходатайством о необходимости присутствия Беслана Абганба в зале суда. Подсудимый ранее был удален из-за нарушения порядка. Ходатайство связано с судебно-медицинской экспертизой, именно комплексной судебно-медицинской экспертизой в отношении конкретно него. Согласно официальной версии обвинения, во время вооруженного нападения в целях самообороны Алхас Авизбе произвел не менее 6 выстрелов из имевшегося при нем пистолета в сторону Беслана Бганба. В результате Бганба получил ранение правого бедра. Согласно выводам экспертизы, у Бганба обнаружено множество рубцов. Судмедэксперт идентифицировал это повреждение как слепое огнестрельное ранение, и давностью ранения обозначает сроки не менее 6 месяцев и не более 1,5 лет. Однако, по словам стороны защиты, экспертиза не дала ответ на главные вопросы. Является ли это ранение осколочным, пулевым или дробовым, и каким видом огнестрельного оружия оно нанесено? Мною было направлено письмо к главному врачу республиканской больницы Хатхла. Прошу вас обеспечить явку врачей Берзения и Чагала на судебное заседание в качестве свидетелей. В связи с чем мы просили бы суд оказать нам в этом помощь и вызвать Берзения Чагала и, если возможно, в один день и самого эксперта. Чем это вызвано? Потому что заключение, полученное на Бганба Беслана Тотовича, оно неполное, не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, и на все вопросы получены ответы. В связи с чем мы хотели бы их здесь допросить в зале судебного заседания. Сторона гособвинения отметила, что Бобуа, Берзения и Чагава могут быть допрошены не как свидетели, а в качестве экспертов. Мы сами тоже выслушаем их, если есть какие-то вопросы для разъяснения. Государственное обвинение в этом заинтересовано. Посовещавшись, судебная коллегия удовлетворила ходатайство адвоката Чкадуа пригласить на следующее судебное заседание экспертов Бобуа, Берзения и Чагава. Снова адвокаты выдвинули ходатайство, чтобы Бганба лично присутствовал во время допроса экспертов. Мнения сторон гособвинения по этому поводу разделились. На данном этапе я считаю, что преждевременное возвращение его в зал, и необходимо будет поставить заново вопрос, когда будут обеспечены явка экспертов. Что касается Бганба, его возвращения в зал, я воздержусь. Вопрос пусть останется на усмотрение суда. Я, в принципе, не против. Свое мнение высказала и представляющая интересы потерпевших Ливарса и Хаджарата Шамба адвокат Инга Габилая. В отношении него судебное заседание, тем более в части допроса экспертов, это, конечно, важно. На стороне обвинения скрывать нечего. Мы знаем все материалы уголовного дела. Думаю, что никаким образом его участие здесь не помешало. В итоге суд не усмотрел основания для удовлетворения ходатайства защитника на данном этапе. Однако сторона защиты выступила еще с одним ходатайством, согласно которому при проведении следственного действия в отношении Бганба было допущено нарушение. В том числе наличие телесных повреждений, одно из которых впоследствии по заключению экспертизы было признано огнестрельным, и следствие увязывает этот момент с тем, что при совершении преступления на набережной Бганба получил данное ранение. Я полагаю, что данное доказательство получено существенным нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса ввиду отсутствия нарушения права обвиняемого Бганба на защиту. И согласно статье 75 УПК Республики Абхазия, данное доказательство получено существенным нарушением закона и является недопустимым. Прошу ходатайство удовлетворить. Данный документ, который ставится защитой под сомнение, является одним из документов, на основании которого была проведена соответствующая экспертиза. Поэтому мы просили бы на данном этапе данное ходатайство отклонить, разъяснить защите о том, что
целесообразнее будет его подать после допроса единым ходатайством, то есть они считают и экспертизу незаконной, соответственно, и освидетельствование одним ходатайством заявить по завершению допросов экспертов. Как следует из материалов уголовного дела, ходатайство об участии защитника от обвиняемого Ганба в ходе производства следственного действия освидетельства не поступило, в связи с чем каких-либо ограничений его прав на защиту следователям допущено не было. Учитывая изложенные основания, предусмотренных статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса, для признания протокола свидетельства Ганба от 8 мая 2020 года недопустимым доказательством не имеется. Выслушав мнение сторон, судебная коллегия удовлетворила ходатайство Шенкао. Судебная коллегия приходит к выводу о том, что протокол освидетельствования получен с существенным нарушением требований УПК Республики и является недопустимым доказательством, поскольку следователям нарушено право на защиту. На основании вышеизложенного судебная коллегия определила ходатайство защитника Шенкао удовлетворить, признать недопустимым доказательством протокол освидетельствования обвиняемого Ганба Беслана Тотовича от 8 мая 2020 года, содержащийся в томе 11 на листах дела 143-151. В завершении заседания подсудимый Дату Ахалая подал ходатайство о том, чтобы наряду с адвокатами Чкадуа и Скнариным его интересы защищал и Шенкао. Данное ходатайство было удовлетворено. Следующее заседание суда состоится 18 апреля. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Статистика так называемых пьяных водителей улучшается. Поэтапно снижаются цифры правонарушений. Сотрудники госавтоинспекции продолжают профилактические рейды в рамках мероприятия «Безопасный город». Подробнее в материале пресс-службы МВД. В столице прошли рейдовые профилактические мероприятия «Безопасный город», направленные на выявление административных правонарушений. В рейде были задействованы сотрудники отдела госавтоинспекции столичного управления внутренних дел и спецроты ГАИ. Особое внимание правоохранители уделяют водителям, управляющим автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Помимо штрафных санкций в отношении правонарушителей, по ряду нарушений КоАП сотрудники применяют меры административного воздействия. К таким нарушениям относятся нарушение правил тонирования транспортных средств, нанесение тонировки на лобовое стекло, пересечение сплошной линии, проезд на запрещающий сигнал светофора. Подобные грубые нарушения правил дорожного движения будут пресекаться, и водители будут привлекаться к административной ответственности. Подобная работа проводится для того, чтобы водители, систематически нарушающие правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности, направлялись на повторную сдачу экзаменов на знание правил дорожного движения, либо лишались водительского удостоверения. Подводя итоги прошедших рейдовых профмероприятий, можно говорить об улучшении статистики так называемых пьяных водителей. Работа сотрудников милиции все так же проходит в усиленном режиме, при этом цифры правонарушений поэтапно снижаются. В ходе проведения профилактических мероприятий в городах и районах Республики Абхазия сотрудниками УГАИ Министерства внутренних дел было выявлено 244 административных правонарушений. Из них 14 правонарушений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 9 административных правонарушений за нанесение запрещенной тонированной пленки на транспортное средство. Профилактические мероприятия проходили во всех городах и районах Республики Абхазия, но особый акцент в работе был сделан на столицу нашей республики, город Суздаль. Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. МВД напоминает, что сотрудники милиции не гонятся за цифрами и повышением статистики. Основной целью проводимых рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, минимизация нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В возрасте 72 лет ушел из жизни полковник милиции в отставке Мирон Кемынович Агарба. Человек, который всю жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Человек широкой души, отличавшийся принципиальностью и чувством справедливости. Занимал должность замминистра внутренних дел, был первым в истории Абхазии, кто возглавил администрацию президента. Смотрите репортаж Асиды Ималия. На фото, как и в жизни, всегда в окружении родственников, друзей и коллег. Он гостеприимный, мудрый, открытый и любящий, как связующее звено многочисленной семьи рода Агарба. Мирон Кемынович – человек, которого уважали и любили. Не за красивые слова. Помогать людям по праву можно назвать его жизненным кредо. Хорошо знал его отца,
его маму, так сказать, да, Киамын Хохотович, ну, его вся Абхазия знала, как бы, да, но я знал его как соседа, а не как военкома, поскольку я был ребенком, так сказать, и так далее. Тетя Соня, вот мы ее так называли, это мама была. Вот отношения с Мироном были всегда очень добрые, теплые. Добрейшей души был Мирон. Иногда удивлялись вот многие, да, как можно, имея такой характер, такую доброту, так сказать, да, как работать вот в органах милиции. Но он был всегда на стороне закона, защищал закон, так сказать, да, и лично принимал участие во многих специальных операциях МВД того периода. Подводя итог его жизни, да, к большому сожалению, мы его потеряли. Вот можно сказать, что мы потеряли очень доброго, теплого абхаза. Беслан Кубахия знал Мирона Кяминовича с детства. С гордостью рассказывает, как авторитетный и всеми уважаемый Мирон Кяминович когда-то вел стол по случаю свадьбы. Ведь жизнь – цепь непрерывных событий, связанных между собой, которые в целом определяют и судьбу, и сущность человека. Высокое доверие и уверенность в выполнении поставленных задач отражалось и в поручениях высокой важности, как в период Отечественной войны народа Абхазии. Тогда очень много задач, значит, решалось за пределами Абхазии, потому что все те материальные средства, которые мы получали и так далее, да, они все формировались за пределами Абхазии. Но у Амирана Киамыновича было несколько иное поручение, насколько я знаю, и оно до сих пор, наверное, его и нельзя, так сказать, широко рассказывать, чем он занимался, да, и были какие-то специальные вопросы, которыми он занимался. О Мироне Агарба рассказывают как о мягком человеке со стержнем. Послужной список выпускника Омской высшей школы милиции достаточно хорошо отражает процесс его профессионального роста. Сын известного в Абхазии военкома Киамына Агарба работать начал в Омске сразу после учебы. От инспектора уголовного розыска Куйбышевского РОВД он вырос до начальника отделения уголовного розыска. А в 1981 году уже с богатым опытом работы вернулся на родину, где был назначен на должность старшего инспектора по особо важным делам. А спустя 7 лет после ряда повышений в 1989 году Мирон Агарба был назначен заместителем министра по кадрам внутренних дел МВД Абхазии. Профессионализм и опыт блюстителя порядка стали результатом задержания трижды судимого рецидивиста Павла Прунчака. Мирон Агарба совместно с коллегами задержал преступника в Очимчире. Были жертвы. Был ранен и сам Мирон Кяминович. А позже, уже в 1990-м, в следственном изоляторе произошло событие, которое взбудоражило все общество. Рецидивисты Павел Прунчак и Мирон Дзадзари, оказавшись в одном следственном изоляторе, сговорились и подбили остальных обитателей СИЗО к бунту. Преступникам удалось захватить здание, но довести свой план до конца они не смогли. Трехдневный бунт удалось ликвидировать благодаря совместной работе силовиков группы «Альфа» спецназа МВД. Эти кадры из документального фильма «Следствие вели». На них виден со спины Мирон Кяминович, который вел переговоры с захватчиками. За участие в этой операции он был отмечен руководством республики. Работа блюстителя порядка всегда сопряжена с опасностью, но в доме никогда не заикались о смене работы, ведь она была частью и смыслом его жизни. За весь период службы Мирон Агарба удостоен множественных наград и медалей за безупречную службу 2-й и 3-й степени и медалей за отличие службы 1-й и 2-й степеней. وخصوصا ويطا حد ويني جبا إريحنا أحمت كويانا رشخز يروي السر بنزغب يوسكر министр رخزلا هرخنارا بيخزلا مилиция полковник ха милиция чинги хрзахан. Имя Мирона Агарба вписано в историю Абхазии за беспристрастную и честную службу. А еще он первый в истории страны, возглавивший администрацию президента. Жизнь полковника милиции после увольнения по выслуге срока службы стала спокойнее, но не менее насыщеннее. Отец 2 сыновей, Константина и Андрея, радовался и жил тем, что ему было даровано. Однако гибель в автокатастрофе старшего сына Константина, который пошел по стопам отца и точно так же служил в милиции, подкосила Мирона Кяминовича. Родственники рассказывают, что внуки для него были подобны эликсиру, дающие силы и желание жить. Среди них он словно расцветал, а лицо озарялось светом. Он прожил в браке с супругой Ольгой 50 лет и успел отметить в кругу родных эту золотую дату. 5 внуков, самого младшего из которых назвали в честь дедушки Мирона Агарба, человека достойного, уважаемого и истинного патриота. Асида Малия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.
Торгово-промышленная палата Абхазии и Российская гильдия пекарей и кондитеров подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены способствовать развитию и популяризации профессии пекарей и кондитеров в Абхазии, реализовывать совместные проекты, обмениваться опытом и новыми технологиями производства. Взаимодействие между нашими организациями сложилось уже давно, и мы рассчитываем, что с вашим приездом сотрудничество между нами будет иметь еще более результативную историю. Сегодня вместе со мной участвуют во встрече и руководители, созданные при содействии Торгово-промышленной палаты профессиональной гильдии, официально зарегистрированные в Минюсте Абхазии. Разрешите представить вам Лиану Викторовну Бичба, президент гильдии кондитеров Абхазии, и Эдуарда Тоневича Арестава, председатель гильдии пекарей. Соглашение, которое мы с вами сегодня подпишем, оно включает в себя совместное сотрудничество по разным направлениям. Но самое главное для нас – это то, что абхазские пекари и кондитеры будут иметь возможность повышать квалификацию, получать консультации по тематическим вопросам, обмениваться профессиональным опытом, современными технологиями кондитерской и хлебопекарной отраслях, участвовать в практических и образовательных проектах и иных мероприятиях. Надеемся, что это будет созидательное сотрудничество. Открытость, когда можно обмениваться опытом, получать удовольствие от того, что твои коллеги это очень хорошо воспринимают и тебя чем-то удивляют. Путешествие по разным странам, по разным сообществам и знакомиться с тем, что ближе всего для человека, это, естественно, хлеб. Вот это, конечно, очень привлекательно. И на этой ниве мы уже работаем 25 лет в Российской Федерации, а с 2000 года представляем интересы России в Международном союзе пекарей и кондитеров. За эти почти 30 лет, конечно, наработаны столько контактов и связей, и престиж наш очень интересно. Я думаю, что мы поделимся с вами, какими проектами мы занимаемся. В Абхазии появился новый вредитель – жук-цветоед. Пока информации о нашествии вредителя нет, но есть локальные места, сообщил начальник службы защиты растений Минсельхоза Республики Владимир Герия. Жук-цветоед представляет большую угрозу для большого количества растений, так как поедает цветок. Насекомое в природе в одном поколении появляется в начале весны. Цикл его развития связан с цветущими растениями. Обильное цветение привлекает летающего жука. Он уничтожает бутоны и соцветия. В результате растение не плодоносит. С ним бороться химическим способом невозможно, так как это период медоноса, работы пчел, и любое химически активное вещество смертельно для пчел, сказал Герия. В Сухуме идут работы по благоустройству парка имени Тараса Шамба. Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В парке демонтированы старая тротуарная плитка и забор. Следует отметить, что новый забор установлен не будет. В парке также планируется отремонтировать и восстановить фонтан. Чтобы осушить болотистый участок парка, собираются подсыпать землю и сделать дренажную систему для отвода воды. После благоустройства участка здесь будут установлены чугунные столбы XIX века индоевропейского телеграфа, которые ранее были демонтированы и складированы. Как сообщил директор горстройпроекта Астамур Пипия, их около 10, но пока не ясно, сколько столбов смогут восстановить. Всего в парке имени Тараса Шамба планируют заменить более 4000 квадратных метров тротуарной плитки, 124 метра дорожных бордюров, 1385 метров тротуарных бордюров, 60 столбов освещения. В Абхазском государственном университете прошел необычный футбольный матч. На поле встретились команды студентов и преподавателей АГУ. Здесь все было честно, как в настоящем спорте. Никаких поблажек и уступок. Игра получилась интересной и захватывающей. Кто же победил в этом поединке, расскажет Адиса Сагария.
Здоровый образ жизни и спорт в Абхазском государственном университете уважают не только студенты, но и преподаватели. Союз студентов АГУ выдвинул предложение сыграть с профессорско-преподавательским составом университета дружественный, бескомпромиссный гала-матч. Впервые решили провести этот матч. Все-таки коллектив большой, и в процессе общения люди будут узнавать друг друга. Естественно, равняться на старшее поколение, преемственность поколения должна у нас быть. Мы боремся за души наших детей и за здоровый образ жизни, чтобы они вели правильный, красивый образ жизни. Такие спортивные мероприятия способствуют развитию массовой физической культуры спорта, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья, говорит Юрий Трувалев. Матч, который даст возможность порадоваться нашим остальным студентам, посмотреть, и нам, профессорско-преподавательскому составу, сформировать свою команду, чтобы в будущем принимать участие в каких-либо турниров. Может, межвузовских, может, межорганизационных, которые будут проводиться в республике, или городские мероприятия. Пробный шар в виде гала-матча между преподавателями и студентами проводится впервые. В сентябре месяце проведем такую же игру. Потому что я думаю, что у ребят глаза горят, стараемся идти им навстречу, потому что не только мы диктуем наши взгляды на жизнь, но и хотим принимать то, что интересно им. Дружеский футбольный матч между студентами и профессорско-преподавательским составом АГУ прошел на славу. На футбольном поле развернулась настоящая борьба. Игроки крутили финты и буквально вырывали мяч друг у друга. В начале первого тайма первые 2 гола забил декан филологического факультета Батал Хагуш. Обычно у нас участвуют все факультеты, но мы решили в этом году, это лет 5 назад было, чтобы преподаватели сыграли игру со студентами. Участники студенческой команды ни одного профессионала нет. Там все любители, потому что у нас очень много студентов-футболистов. Мы как раз приняли решение, чтобы профессионалы не участвовали в этой игре. И все мероприятия, которые будут проводиться в Абхазском государственном университете, посвящены юбилею, 30-летию Дня Победы. Футболисты-любители сыграли 2 тайма, на каждый из которых отводилось по 20 минут. Трибуны были полны зрителями, но у студентов своя группа поддержки. За ребят пришли поболеть однокурсники. Друзья мои на команду студентов играют, я пришел их поддержать. Если честно, интересно наблюдать будет за таким матчем, потому что люди постарше играют, которые поопытнее, и молодежь играет тоже, не знаю. Матч будет интересный. А ты пришел болеть за педагогов? Не за студентов, там друзья мои играют все-таки, надо их поддержать. Как ты думаешь, кто в этой борьбе выиграет и все-таки за кем будет победа? Мне кажется почему-то что педагоги выиграют. В упорной борьбе матч завершился в ничью со счетом 6-6. В серии пенальти одержали победу студенты АГУ. Лучшим игроком матча был признан Алхас Квинджи. Эмоции, честно говоря, непередаваемые. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем организаторам данного мероприятия. У нашего университета вообще очень большие традиции насчет проведения мероприятий, но подобного футбольного такого матча между студентами и преподавателями еще не было у нас в университете. В университете это, так сказать, такое открытие, и, честно говоря, очень приятно было принять в этом участие. Очень хороший напряженный матч. Преподаватели показали очень высокий класс свой, но мы старались бороться, уступали по ходу матча, но смогли добиться победы благодаря упорному характеру. И надеемся, что мероприятия подобного рода будут проводиться чаще и привлекать всех к здоровому образу жизни, игры в футбол и других видов спорта. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Адица Сагария, Заур Кварча, Абхазское телевидение. С 27 апреля открывается новый автобусный рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Сухум, сообщает Апснепресс со ссылкой на пресс-службу Донавтовокзала. Автобус будет ходить через день, время пути 17 часов 26 минут. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в среду 12 апреля на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 9-14 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.